Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вам важно и нужно узнать до пятницы. Какая важная информация должна вам открыться. Если тема интересна, вы зашли на это видео, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя. И пусть нужное к вам обязательно придет, пусть важное вам обязательно откроется. Пока вы настраиваетесь, спешу всех вас сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками, донатами. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, месяц, смотрите, вышел месяц из тумана. Как там с детской этой поговорочке было. Но в вашем случае это молодой месяц. Знак того, что вы во сне получите важную информацию, важное предупреждение, либо сон будет вот сам по себе вещий. Да? Обращайте внимание на то, что вам снится. Обращайте внимание, что приходит, кто приходит к вам во снах. Старайтесь запоминать свои сны, старайтесь их расшифровывать. Вот мне идет, что сон, вам будет сон. Может быть, вы о чем-то думаете, переживаете, либо чем-то взволнованы. Через сон, либо во сне придет нужная и важная информация. Дальше, мои хорошие, до пятницы вам нужно узнать о том, что какое-то дело может решиться гораздо быстрее, но только нужно кого-то дергать. Если дергать какого-то одного конкретного человека, вот видите, как за руку дергать надо, то дело решится гораздо быстрее, чем вам было назначено, либо сказано. Возможно, вам сказали, что нужно ждать там 5 дней, 10 дней. Но если человека дергать, напоминать о себе, говорить о том, что вам срочно важно на сейчас, то человек может пойти вам навстречу и все для вас сделать. Да? Все как в ваших руках. Будете дергать, все будет сделано в лучшем виде и очень быстро. Не будете дергать, так может быть и тот срок, который вам назначили, еще придется дольше ждать. Да? Все в ваших руках. Дальше, до пятницы ваше участие в каком-то собрании людей показано. Вам нужно там быть и вам нужно там выступить, высказать свое мнение. Это важно для того, чтобы что-то делалось, либо решалось. Если вас не будет, никто ничего не скажет. Все будут сидеть, молчать себе там в тряпочку, да, помалкивать. И все будет как будет, да? Никаких изменений, перемен не будет. Может быть, это собрание там, жильцов дома, может быть, это собрание на работе, может быть, это собрание в семье, среди родственников. Да? Вам важно там быть, и вам важно высказать свою позицию. Даже если вы, например, на расстоянии находитесь, то вы можете поучаствовать, я так понимаю, посредством там, не знаю, видеозвонка, да? Выступить. Либо в мессенджер какой-то позвонить, да, чтобы тот, кто там будет присутствовать, просто включил на полную громкость там, свой гаджет, и вы могли сказать. Потому что все молчат, все боятся. А вы смелый человек, вы не будете молчать, вы не будете бояться. Вы выскажете, вас услышат. И кто-то что-то начнет делать. Большая пятерка уйдет, как будто бы скроется. Пятерка – это неприятность. Вот, без вас не решится. Так, кто-то мужчину прогоняет на работу. Либо заставляет работать, либо вы ругаетесь, потому что он не работает. Мои хорошие девушки, женщины, смотрите, этому мужчине какая-то работа вот по судьбе идет, по судьбе. Определенная работа, где он и прославится, и денег заработает, и карьерно вырастет. И от того, что вы его сейчас гоните на работу, либо ругаетесь по этому поводу, ничего не случится хорошего. Наоборот, у вас будет напряженка в отношениях, вы будете с друг другом очень холодными, да, друг на друга смотреть не будете, у вас будет дома хаос какой-то происходить, да, не будет коннекта, не будет связи.
Даже если он сейчас выйдет на работу, вот смотрите, если он сейчас выйдет на любую рандомную работу, он там долго не задержится, либо его там долго держать не будут, потому что его путь уже предопределен. За ним его конь сам придет, понимаете, сам. Не он его ищет, находит, а конь сам приходит и говорит: пошли работать, да, пошли, я тебя повезу, поработаешь. Вот мне идет именно такая информация. Возможно, вы ссоритесь, либо вы решили ему все высказать. Не надо этого делать, не надо усугублять ситуацию, которая сейчас уже и так не очень хорошая. Вот, просто, наверное, примите, либо смиритесь с текущим положением дела. Я понимаю, что обидно, я понимаю, что денег не хватает. Но в ссорах ничего хорошего нет. Из-за ссор люди отдаляются, а вам нельзя отдаляться, вам нужно быть ближе друг к другу. Я вижу, что работа предопределена. И вообще мне идет, что где-то вот следующий месяц, либо ровно через месяц мужчина на эту работу устроится. И там, буквально конь приходит сам. Приходит с правой стороны. Вот он, видите, конь, вот он, мужчина стоит. Со спины, с правой стороны к нему подходит. То есть там позовут, пригласят, может, о нем вспомнят. Как будто бы за ним приходят, либо с ним связываются и предлагают ему работу. Поэтому ругаться по этому поводу не надо. Оно того не стоит. Опять же, пожалейте свою нервную систему. У вас, я думаю, что уже глаз дергается из-за того, что происходит в вашем доме. Тут ждать уже недолго. Недолго, понимаете? Хорошо, вы говорите, денег нет. Ну окей, он сейчас выйдет на работу, поработает 3 дня, потратит деньги на проезд, на питание, и все. И опять будет сидеть. Он больше расходов вам сделает, чем дохода принесет. Не идет так. Просто надо дождаться. Это, конечно, звучит не очень, я понимаю, но с другой стороны, раз информация идет, значит, вы должны об этом знать. Может, вы его заставляете буквально там завтра, послезавтра идти на работу, либо будете с ним ругаться завтра, послезавтра. Не надо этого делать, это ни к чему. Так, у кого сухая трава в доме? Сухие цветы, возможно. Что-то сухое, что высохло. Выносите подальше от своего дома. Это сухое, оно вам перебивает хорошую энергетику. Застой энергетики в доме из-за сухарей, из-за сухой травы какой-то. Может быть, там какой-то конкретный вид травы, который особо сильно влияет, но лучше вынести. Возможно, там красивое что-то, возможно, вы собирали своими руками, но лучше избавиться. Мне идет, что из-за этой сухой травы какой-то застой у вас в доме, там, где вы проживаете. Лучше от греха подальше выносите. Поверьте, хуже не будет, только лучше будет. Еще до пятницы какая-то женщина у вас начнет что-то просить, выпрашивать, чуть ли не требовать. Знаете, вот так за грудки будет брать, да и все, да и все. Ни в коем случае не давайте. Не давайте, гоните прочь. У этой женщины какие-то ужасные намерения, у нее в голове какой-то адский план по поводу того, что она у вас выпрашивает. Тут либо кратник на вас хочет поставить, то ли... если деньги, то она их пустит на что-то такое, от чего волосы дыбом становятся, и что может навредить ей самой. Ой, лучше не давайте, не помогайте, не нужно вам в этом участвовать. Крадник — это плохо, очень плохо. А если она пустит эти деньги на что-то ужасное, что ей навредит, вы же потом не сможете спать, вы не сможете с этим жить, вы себя не сможете простить, что вы стали спонсором какого-то негатива, да? Не надо этого делать, и как-то по-другому с ней решайте вопрос. Лучше отговорите. Отговорите от ее замыслов. Это плохие замыслы. Они навредят либо ей, и вам. И вообще вы можете из-за этого всего поссориться очень сильно. Не надо. Ни к чему. Ничего ей не давайте. Она как будто бы сама не своя, в крайности бросается, кидается с головой и вообще не понимает, что творит. Может, какие-то серьезные проблемы, ее могли там научить, накрутить. Может, она даже крадник будет делать, не осознавая, что это крадник. Понимаете, до такого даже может дойти. Не надо, ничего не давайте. Женщинам ничего не давайте. Мужчинам можете давать, женщинам не давайте. Так, и еще, мои хорошие, до пятницы вам нужно обязательно какие-то дела подтянуть, а лучше и подтянуть и закончить. У вас есть то ли планы, то ли какая-то программа, то ли какие-то обязательства, и вам до пятницы все нужно это, значит, урегулировать, сделать, доделать, выполнить
и отложить, как на полку, да, положить, не отложить, а на полку положить. Не оставляйте все на последний день и не оставляйте на будущую неделю. Иначе там какой-то коллапс у вас произойдет. Одни планы лягут на другие планы, и потом еще что-то там форс-мажорное произойдет. И будет такой момент, что вы кричите: «Караул, спасите, помогите! Как мне выбраться из этого всего?» Поэтому лучше не надо. Лучше там поработайте дольше, больше, но все дела поделайте. Желательно, да, в пятницу все закончить, чтобы в будущую неделю уйти вот чистенькой, да, без обременений и без недоделанных дел. Какой-то коллапс может случиться, если до пятницы не успеете. Ну, не до пятницы, до конца дня пятницы не успеете. Как нагрузка, загрузка, новые планы, какие-то дела неотложные. Это все прям ужас. Все на вас падает, и вы кричите: «Караул!». Надо до этого не доходить, и себя нужно все-таки соблюдать, беречь. И опять же, все делать вовремя. Это очень важно. И еще с какой-то ситуацией нельзя спешить, потому что там все может поменяться. И поменяться в плюс вам. Ну, допустим, вам нужно решить какой-то вопрос, либо вам нужно сделать какое-то дело, кому-то пойти, о чем-то сказать, какую-то заявку подать, да, вот какие-то такие моменты. Не спешите, потому что что-то будет меняться в лучшую сторону для вас. Может быть, вам сейчас нужно собрать 10 справок, да, чтобы куда-то кому-то обратиться, но перемена придет, и вам там достаточно будет 1 либо 2 справок, да, 2 документов. Может быть, там условия поменяются, может быть, люди поменяются, придут более человечные, открытые, добрые. Что-то должно поменяться. Вот там можно не спешить. Мне больше идет, как куда-то обратиться, кому-то обратиться, какие-то документы отдать, на что-то подать документы. Вот тут лучше не спешить. Ну, по крайней мере, до пятницы лучше не делать. Что-то должно поменяться, что-то должно улучшиться и быть плюсом для вас. Легче, проще. Может, сейчас все люди пошли, да, там очередь, толкучка какая-то, все ругаются, злые такие, знаете. Вот. А на будущей неделе, либо чуть позже, уже будет свободненько, фривольненько, да, можно делать все, что хочешь. Так, мужчина опять вышел. Здесь какой-то мужчина все никак забыть вас не может. Забыть не может, он то ли ваши соцсети изучает, то ли он с кем-то по поводу вас общается. И ему там такие страшные вещи говорят, что вы там красавица-раскрасавица, мужиками жонглируете, вернее, сердцами мужиков жонглируете, что вы прям цветете и пахнете, что вы прям вся из себя такая желанная, да, сладенькая. И он такой: да как так, да, ух, я дурачок, что я ее потерял, ах, я такой-сякой. Мне вот кажется, что он объявится, либо как-то вот попытается на вас права заявить, да, права заявить, причем, ну, как-то, знаете, как будто бы вы не расставались, мне идет. Ну, допустим, вы там опубликуете фотографию в кругу каких-то друзей, и он такой: ага, значит, ты там родного мужа позабыла, да, либо что, гуляешь, да, вот как-то так, со злостью, с ревностью, ну, там все будет понятно. У кого-то отыграется, что мужчина начнет писать, как будто бы ничего и не было, что он там типа соскучился, хочет вас видеть, и вы такая: ничего себе, вот это поворот. Да, не может он вас забыть, у него никого нет, и никого особо и не хочется. Вот вы для него. И опять же, кто-то рассказывает, либо пасется в ваших соцсетях. Вот, знаете, никак не может отвыкнуть от вас и привыкнуть к тому, что вы уже не вместе. Вот и мысленно он к вам возвращается, у кого-то еще отыграется, что вы ему снитесь, ну, со всеми вытекающими. Если у вас общий ребенок, то может продавливать через ребенка, ревновать и там тыкать вам, что вы плохая мама, что вы там где-то ходите, с кем-то встречаетесь, за ребенком не смотрите. Ревнует и не может вас забыть. И это будет прям очень явно. Так, еще проверяйте почтовый ящик, электронный почтовый ящик, ну, либо вот этот обычный, да, который там где в подъезде, либо у кого-то там, ну, на участке.
если в частном доме живете, хотя я не знаю, как сейчас люди это все делают. Какое-то письмо вам должно прийти, либо какой-то документ, может, платежка какая-то должна прийти, извещение, оповещение, у кого-то еще и штраф может отыграться. Там важно вовремя получить. Может, там время, когда на время. Если там штраф, то если заплатить сразу, то скидка будет. Если это какое-то предупреждение, то им нужно воспользоваться. Если это какое-то оповещение, опять же, нужно знать об этом. Проверяйте ящики, электронные ящики, ну и обычные эти почтовые ящики проверяйте. Лишним точно не будет. И даже если вы, например, считаете, что уже никто не пользуется почтой, поверьте, в данном конкретном случае кто-то может воспользоваться. Необходимо проверять почтовый ящик. Еще здесь показано, что драки не будет. Драка ваша с кем-то. Может быть, вы готовитесь с кем-то выяснять отношения. Ну, либо такая ситуация сложилась, что нужно выяснять отношения. Но драки не будет. Вы знаете, вот честно говорю, как вижу, с вами никто не хочет ругаться. Никто не хочет. У кого-то отыграется, потому что вы такой человек, вот дерзкий, да, вы не будете молчать, и вы строго спросите. То есть ругаться с вами себе в ущерб. Ну, либо вы такой человек важный, нужный, уважаемый, что если с вами поругаться, то можно стать персоной нон-грата, да? Вас все поддержат, а этот человек останется вот не в удел, да? Тенью станет. И вы знаете, вот идет, что вы поговорите. Ругаться вы не будете, вы просто поговорите, и с вами согласятся. Человек скажет: да-да-да, я все понимаю, там был неправ, была неправа, давай как-нибудь там спокойненько договоримся. Я ни на что там не претендую, либо я там отказываюсь от своих претензий, меня неправильно там кто-то понял, либо ты меня неправильно поняла. И вот как-то на попятную прям идет на попятную и готов пойти на что угодно, лишь бы ссора не произошла. Это, кстати, очень сильный знак для вас, чтобы вы для себя понимали, что с вами конфликтов никто не желает. Никому не нужны конфликты с вами. Вот. Либо боятся, либо, опять же, уважают. Уважают, почитают. И это прям уже факт. Дальше, мои хорошие, показывают какой-то момент, где вы долго думать будете, как зависнете. Может быть, в магазине, может быть, вам что-то будут предлагать, и вы прям такая: надо, не надо, стоит, не стоит, покупать, не покупать. Стоите и думаете, зависли. Здесь вам однозначно, да, соглашаться, надо соглашаться. Если речь о какой-то покупке, то лучше купить. Если о каком-то предложении, то лучше согласиться. Да? Вот как-то так вам советуют небеса, чтобы потом вы не сожалели, не жалели, и чтобы возможность свою не упустили. Допустим, там кофточка понравилась, вы на нее смотрите и такая: симпатичная, почему бы не взять? И думаете, надо, не надо. Там, приду завтра, приходите там через день, через два, а там уже от этой кофточки, да, цена выросла в 3 раза. И вы такая: как так, да, как так, уже точно ее не куплю. Потом будете ходить и жалеть. И то же самое с предложениями. Лучше соглашаться. И в крайнем случае, да, всегда можно отказаться, либо сдать вещи назад в магазин. Вдруг там вам не подошла, либо вы передумали. Вот. Просто вы такой человек, я вижу, что будете ходить потом и мучиться, себя ругать, что вы не купили, либо не согласились. Так, еще для девушки. Для девушки не заходить с мужчиной куда-то. Я так понимаю, что этот мужчина незнакомый, может там не заходить вместе в подъезд. То есть вы заходите, и он заходит. Либо не заходить в лифт. Не какие-то темные подворотни не заходить. Лучше там дождаться, пока он уйдет, либо кого-то дождаться, чтобы еще там 3-й человек был, да, чтобы как свидетель был. И только так, вот предупреждение до пятницы. Может быть, вы где-то будете задерживаться, может быть, поздно будете возвращаться. Вот, лучше этого не делать. Мало ли, да. Я, конечно, этот момент закрою. Напугать может вас этот мужчина, напугать. Может, там неадекват какой-то, либо пьяный. Вот, лучше не надо. Лучше там потерять эти 10-15 минут, но чувствовать себя комфортно и в безопасности. Так. Здесь еще про деньги говорят. Деньги. Может кто-то не заплатить, не доплатить.
либо вам где-то не нужно будет платить, либо меньше нужно будет платить, чем вы рассчитываете. Какая-то неожиданность именно с деньгами связана, с левой стороны. Но опять же, я четко не могу вам сказать. У кого-то отыграется, что вам кто-то не заплатит, не доплатит, даст меньше, чем положено. Либо вам где-то придется меньше, чем положено заплатить, либо какую-то скидку оформят вам хорошую, существенную. И такой вот прям момент. Он и в плюс, и в минус может пойти. Ну, как раз предупреждаю, значит, вы должны об этом узнать. И еще какое-то мероприятие, там, где люди вот пьют, да, может, день рождения, может быть, там, именины, крестины, да что угодно, свадьба, может, провожать кого-то будете там в отпуск. Люди пьют, и видите, пока одни люди пьют, другие наблюдают и злятся. Могут заложить, особенно вот если на работе, да, там коллеги решили собраться, кто-то может настучать. Вот, либо все закрывайте, прям наглухо закрывайте, чтобы никто не знал, чтобы никто не мог там сфотографировать, либо видео записать, чтобы компромат не появился. Либо идите куда-нибудь там, не знаю, в кафешку посидите, да, потому что здесь такое предупреждение, что кто-то подсматривает, а потом могут неприятности прийти. Высокие люди будут спрашивать с маленьких людей, да, что вот вы там пьянствовали, нарушили регламент или еще что-то сделали. Раз предупреждают, значит, надо знать. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.